Не знаешь, во что поиграть? Тогда ты попал на правильный ролик. Сегодня в видео ты найдешь десятку классных игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Ну а перед началом ролика, мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу, но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Прижмитесь к обочине. Захожу на таран. 5-й. Он ваш. Принял. Центр. Подозреваемый прорвался. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивайте One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Это прикольный шутер с минималистичной графикой. Здесь вам предстоит принять участие в схватках на самых разных картах, где в первую очередь важно действовать слаженно всей командой. Но, конечно же, немаловажную роль играет скилл, как собственно и в любом шутере. С самого начала игры вы будете сражаться в рандомной команде на разных картах. Также при желании можно будет собрать свою команду из друзей. Благодаря разнообразным игровым режимам вы сможете попробовать что-то новенькое. Например, вам надоели классические командные схватки, вы сможете попробовать свои навыки в гонке вооружений или даже дуэлях. Еще тут большое разнообразие вооружения и возможность прокачки. А благодаря большому количеству скинов вы сможете создать уникальную внешность. К особенностям игры можно отнести несколько карт, большое разнообразие выбора вооружения и прокачки его. Для тех, у кого не сильно мощное устройство, игрушка пойдет даже на микроволновке, поэтому советую поиграть. Это интерактивное кинцо про приключения полюбившихся многим Стражей Галактики. По сюжету каждый из персонажей охотится за древним артефактом, представляющим большую ценность и имеющим опасность для всей вселенной. В ходе поисков героям приходится объединиться в одну команду для противостояния более могущественному злодею, желающему испепелить все на своем пути. А сюжет похож на первую часть киновселенной, но не совсем. В ходе прохождения вы будете принимать судьбоносные решения, которые обязательно повлияют на ход событий. А еще тут у нас крутой Грут, который, как и всегда, много говорит. Привет, Лайт. Какой у тебя был первый телефон? Если не ошибаюсь, то это был Siemens M65. И это было что-то с чем-то. Братишка, и ты напиши свой первый телефон. Будет интересно почитать. Это симулятор вождения на разной тяжелой технике. Здесь вас ожидают поездки на дальние расстояния по довольно большой локации, где к тому же придется зарабатывать доставкой грузов или же ведением собственного бизнеса. Отчего игра приобретает элементы симулятора жизни, хотя местами это все те же старые добрые дальнобойщики. Помнишь такую игру? И кстати, если хочешь поиграть в дальнобойщиков на своей мобилке, то фанатский порт у меня есть в Телеграме. А тут зачастую вам понадобится проявлять все ваши водительские навыки, так как управлять придется огромными грузовиками, фурами, внедорожниками и даже тракторами, а также зачастую за собой перевозить прицеп. Задачу усложняют постоянно меняющиеся дороги, где иногда преодолеть определенный участок бывает очень даже трудно. Но за доставку такого груза вы наверняка получите неплохую оплату, которую можно будет потратить на приобретение нового транспорта. А еще можно будет попробовать пройти школу профессионального водителя. По итогу, реалистичная физика в симуляторе добавляет еще больше нюансов и деталей во время вождения, которые придется всегда учитывать. Но мне понравилось, поэтому советую поиграть.
Захватывающий хоррор, где вам предстоит проявить смекалку и сообразительность. Чтобы не попасть в лапы людоеда, нужно быть предельно внимательным, находить полезные предметы, искать им применение и решать запутанные головоломки. Исследуя территорию странного дома, вы попытаетесь выжить, скрываясь и отыскивая подходящие инструменты, с помощью которых есть надежда выбраться из западни. А если проявить немного хитрости, то есть все шансы обмануть и как следует запутать следы. Здесь паники нет места, а только желание быстро и решительно одержать победу и остаться в живых. В целом, кто соскучился по довольно неплохим хоррорам, очень советую поиграть. Тут нет конкретной миссии, все напрямую зависит от ваших желаний. При этом игра представляет один из самых нетипичных симуляторов. Она позволяет вжиться в роль игрового стримера. Главная цель в том, чтобы добиться еще больше популярности, а для этого нужно играть в игры. Кто бы мог подумать, участвовать в разного рода событиях и многое другое. За полученные деньги можно прокачивать свою комнату. Например, купить кресло, компьютер помощнее, новую мебель, монитор. Улучшить можно будет даже клавиатуру и мышку, чтобы лучше себя чувствовать в игре. Кто хотел попробовать себя в шкуре стримера, очень советую поиграть. Да, друзья, поистине легендарный шутер портировали на наши мобилки. Действие Quake 4 происходит после событий второй части. Вы играете за Мэтью Кейна, элитного бойца, который продолжает бравое дело Q2, борется с инопланетной нечистью типа строгами. Вам необходимо пробраться в жерло врага и уничтожить его важные объекты. Вы будете сражаться не только против киборгов и других механических созданий, но и против бывших людей, которые подверглись мутациям и теперь представляют опасность. Проходите уровни, выполняйте задания, находите новое оружие и собирайте аптечки и доспехи. А для каждого оружия имеется свой апгрейд. И если подытожить, то визуально Quake 4 выглядит отлично, учитывая, что она вышла 13 лет назад. Вам очень повезло, если вы еще играли в этот шедевр, а теперь у вас есть уникальная возможность окунуться в этот мир уже на своей мобилке. И да, скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Необычная моба основана на известной вселенной. Вам предстоит сразиться за право быть лучшим. Тут есть несколько режимов. В начале каждого матча собираются две команды, каждая из которых состоит из 4 человек. Командное взаимодействие сильно влияет на исход сражения, ведь все персонажи наделены уникальными способностями. Все это прекрасно дополняется аниме-стилистикой. А персонажей в игре много, и все они взяты из вселенной One Piece. Однако они подразделяются на 5 классов. Это боец, сторонник, воин, стрелок, фехтовальщик. Кто-то будет полезен в ближнем бою, а кто-то лучше держится на средних дистанциях. Присутствует система развития каждого бойца. Чем выше уровень, тем мощнее герой. Что логично. В целом довольно прикольная игрушка. Она понравится тем, кто кайфует от аниме One Piece, поэтому советую поиграть. Лайт, передай привет Антону, пожалуйста. Без проблем. Антоха, привет тебе. Это игра, где вам придется сражаться против мерзких и кровожадных монстров, пугающих одним своим видом. По сюжету вы будете в числе небольшого отряда, среди которых один зараженный инопланетным существом и хорошо скрывает себя, чтобы напасть незаметно и уничтожить каждого. В игре одновременно могут участвовать до 9 игроков, среди которых случайным образом будет выбран один и поражен монстром. Его основная задача состоит в том, чтобы как можно скорее прибить всех людей. Также у него есть способность менять облик, как человека, так и существа. А если удастся прибить кого-либо, то получится принять его облик, чтобы навести панику на остальных выживших. Вы же выступаете в роли людей, которые должны постараться выбраться из этого места как можно скорее, или же попытаться забрать чудовище с собой, использовав огнеметы, либо какое-нибудь другое оружие. Внешность каждого можно кастомизировать, чтобы отличаться на фоне остальных. А все схватки проходят на разных картах, что, конечно, привносит разнообразие. Это смесь Dark Souls и Ведьмака с отличной графикой, динамикой и крутой атмосферой. Сюжет повествует историю Терренса, воина, который отправился в долгий путь, чтобы найти пропавшую жену. И в этой истории кто-то станет союзником, кто-то станет врагом, но меч будет всегда с вами. Тут предлагается огромный мрачный мир для исследования с большим количеством монстров, а боссы в игре достаточно сильные. У них большой запас здоровья, они быстрые, а их атаки способны сокрушить любого, кто встанет у них на пути.
деньги, а побеждая врагов, из них будут падать кости, являющиеся игровой валютой. Они нужны для получения очков характеристик, приобретения предметов. Алтарь, в свою очередь, предназначен для создания амулетов и зелий, которые пригодятся вам в нелегком путешествии. Если вы ярый фанат Dark Souls, то эта игра вам точно понравится, по крайней мере, из своей атмосферы. Да, она не такая сложная, но некоторые противники будут готовы доставить вам немало проблем. Продолжение культовой игры про персонажа, что не только мечтает сбежать из тюрьмы, но и делает всевозможные шаги для этого, а вы помогаете ему в этом. Но в этот раз можно действовать не только в одиночку, но и в кооперативе с друзьями, распределяя роли и обязанности. Отвлекайте внимание, работайте по сменам, втирайтесь в доверие. Основной задачей, как я говорил раньше, является побег из тюрьмы. Сделать это нужно любой ценой, прибегая порой к самым жестоким методам. Несмотря на гордое звание песочницы, игра с самого начала связывает вам руки и буквально заставляет делать конкретные вещи. Герой нуждается в отдыхе, еде, воде и прочих действиях, выполнение которых является обязательной частью. Развитие событий в игре будет полностью зависеть от того, с кем общается персонаж, какие поступки он совершает и как вообще ведет себя. Способов для побега много, но каждый потребует определенных навыков и умений. А скачать бесплатно эту и многие другие игры можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это у нас Радуга, и на первый взгляд выглядит очень-очень круто, в преддверии того, что закрывают мобильный Apex. Надеюсь, это будет очень крутая игра, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!